В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Дополнительное профессиональное образование в современном обществе обеспечивает потребность человека в постоянном совершенствовании избранной им специализации. О непрерывном повышении профессионального мастерства в системе дополнительного образования мы сегодня и поговорим. Гостья у нас в студии Динаида Абрамова, руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II. Динаида Гаврилевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, система дополнительного профессионального образования – одна из важных составляющих всей системы образования. Какие изменения происходят в этой системе в последние годы? Конечно, изменения, происходящие в системе образования, влияют и на систему дополнительного профессионального образования. Начиная с 2019 года у нас в России реализуются национальные проекты. Да? И в системе образования был запущен проект «Учитель будущего», национального проекта образования. И в связи с этим была разработана концепция единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. И эта концепция была основана также на основных принципах национального роста, национальной системы профессионального роста педагогических работников, в том числе национальной системы учительского роста. И, конечно же, эта концепция реализует также указ президента Российской Федерации о развитии системы образования в России. Да? И вот начиная с 2019 года происходят существенные изменения в системе дополнительного образования, дополнительного профессионального образования. Так должны меняться форматы повышения квалификации. Поэтому, начиная с 2020 года по всей России создаются центры непрерывного повышения профессионального мастерства. Они создавались как самостоятельные организации, а также в составе высших учебных заведений. Но вот с 2021 года такие центры были созданы на базе Институтов развития образования и повышения квалификации. Вот мы сделали заявку, наша заявка выиграла конкурс, и вот в Институте развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II в 2021 году был создан наш центр. И с тех пор мы работаем уже по направлениям, обозначенным в работе центров. Конечно, основная задача центров – это реализация курсов повышения квалификации по индивидуальным образовательным маршрутам, то есть с учетом профессиональных дефицитов педагогических работников. Поэтому нашим институтом, нашим центром организуется диагностика профессиональных дефицитов, предметных, методических, психолого-педагогических, и на этой основе выстраивается образовательный маршрут педагога. В данное время мы работаем с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, и с 2020 года индивидуальные образовательные маршруты должны разрабатываться и для педагогов дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования. Вот для этого, для реализации указа главы нашей республики номер 177 о развитии единой системы образования, мы разработали проект «Профессиональное продвижение», и вот эти задачи, эта работа заложена в этом проекте. Да? Здесь сложность в том, что если для учителей есть разные форматы, разные варианты диагностики профессиональных компетенций, то для педагогов дошкольного образования, дополнительного образования вот такой диагностики нету. Поэтому для выстраивания маршрутов нам придется самим вот такую систему разрабатывать, да? Или же найти какие-то другие системы в других институтах, да, если у них есть, или же на основе наблюдения со стороны региональных методистов разрабатывать вот такие маршруты. Я хотела сказать, что вот концепция единая система, региональная система научно-методического сопровождения создана и у нас, так, разработана, и мы работаем по этой концепции. Значит, структура
единой системы состоит из 3 уровней. Да, это уровень региональный, муниципальный и школьный. Но вот на уровне региона это, конечно, Министерство образования, это наш институт, Институт профессионального образования, Институт новых технологий и также Педагогический институт и педагогические колледжи. На уровне муниципалитета муниципальное управление образованием, методические службы, и на уровне школы это методические объединения. Да? Но вот общественная организация объединений тоже считается, входит в эту структуру. Так, на региональном уровне есть у нас региональные методические объединения по всем предметным областям. И также у нас есть профессиональные сообщества, да? Ассоциация учителей, предметников, клубы. Вот с началом новой работы, да, создан также региональный методический актив. Это новая структура и также пул наставников. Если раньше наставников назначали на общественных началах, да, то сейчас в каждой образовательной организации наставники назначаются приказом, назначение наставников обозначается также приказом школы, да? То есть создаются пары. Региональный методический актив – это учителя, которые прошли диагностику профессиональных компетенций на уровне федеральных институтов, да? То есть успешно, те, кто получил высокие баллы. У нас таких учителей 49. И также учителя, которые прошли курсы повышения квалификации в Институте реализации образовательной политики и профессионального развития Государственного университета просвещения. Также это могут быть учителя, которые являются руководителями региональных методических объединений, эксперты государственной итоговой аттестации, и также, конечно, учителя, которые мы, как бы, наши лучшие учителя региона, да, республики. Вот в этом году для того, чтобы стать региональным методистом, заявлено по республике 139 человек. Из них прошли курсы повышения квалификации 92. И они уже разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут для своих коллег на уровне муниципалитета. Да? И очень отрадно, что они начинают работать в федеральной системе методист. Это система, где для разработки индивидуального маршрута используется вся база, которая есть на уровне России. И туда же можно внести свои материалы. И с использованием этого материала разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут. Вот, наверное, многие спрашивают, для кого устраивает этот образовательный маршрут педагога. Да? Ну, по указу главы республики до 30 года такие маршруты должны быть у каждого педагогического работника. Значит, это 31 тысяча педагогических работников должны иметь такой маршрут. Ну, маршруты могут быть разные. Это, во-первых, конечно, для учителей, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, да? не достигают минимального уровня, да, многие. Это могут быть учителя, только начинающие работать, молодые учителя, да? Это могут быть руководители методических объединений, эксперты, ГИА, для которых маршрут разрабатывают, конечно, наши преподаватели. И это, конечно, могут быть учителя, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну, по каким направлениям учитель испытывает трудности, да, сложности, по этим направлениям выстраиваются образовательные маршруты педагогов. Ну вот мы считаем, что можно эти маршруты сделать по 3 моделям. Во-первых, это, конечно, сопровождение регионального методиста, индивидуальная работа с каждым. Да? Во-вторых, это наставнические пары, наставническое сопровождение. Это для молодых учителей. У нас в республике более 1600 молодых учителей в возрасте до 35 лет, со стажем до 3 лет. И для них сейчас разрабатывают маршруты наставники в школах. Так? И индивидуальные маршруты можно
выстраивать с помощью стажировочных площадок. У нас с 2022 года работают 124 стажировочные площадки по функциональной грамотности. Вот вы очень подробно нам рассказали про персональные такие маршруты, то, что, как работает у нас именно в республике, да, эта вся система. Расскажите, пожалуйста, а есть ли вот какие-то федеральные проекты? Мы, да? Да. Наш институт, наш центр, конечно, как федеральная структура, да, работает и по федеральным проектам. Мы реализуем проект «Школа Минпросвещения России». Это проект, который нацелен на создание мотивирующей образовательной среды, благоприятного психологического климата и создание школьной команды. Проект реализуется по 3 ключевым условиям, которые я назвала, сейчас определила. Да? Это образовательная среда, это учитель-школьная команда и это благоприятный климат, школьный климат. А также этот проект имеет в виду все направления, которые касаются работы школы. Это 5 направлений магистральных, например, знание, воспитание, здоровье, профориентация и творчество. По этим проектам каждая школа проходит самодиагностику, определяет свой уровень. Вот у нас проект реализуется у нас 3-й год. Первый год вошли школы, в которых проводился капитальный ремонт, но с 2022 года в этом проекте все школы, 628 школ республики, и они 2 раза в год проходят самодиагностику. Ну, отрадно то, что у нас по результатам самодиагностики, которая проходила в ноябре, 30% школ достигли высокого уровня, но, естественно, есть школы, которые не достигают базового уровня, это 22%. Но в основном это у нас, там есть очень много показателей, есть и критические показатели. То есть если школа получает хотя бы 0 баллов по критическим показателю, одному критическому показателю, то, соответственно, является ниже базового уровня. Да? И поэтому у нас одним из критических показателей является скорость интернета. У нас, соответственно, много северных школ, арктических школ, где интернет, конечно, слабый, да? Поэтому получают низкие баллы. Но сейчас на основе результатов, анализа результатов самодиагностики каждая школа разрабатывает программу развития, то есть корректирует программу развития и вносит в систему, федеральную систему. То есть школа должна видеть свои результаты работы, анализировать эти результаты и выстраивать дальнейшие шаги развития. И кроме того, есть проект «Флагман образования» федеральной платформы «Россия – страна возможностей», который нацелен на развитие кадрового потенциала. И вот этот проект курирует тоже наш центр. Выявляются кадры, которые могут работать, продвигать систему образования. Ну что ж, Динаида Гавриловна, спасибо, что уделили время и рассказали о своей деятельности. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.